Как известно, в ночь с 15 на 16 августа в городе Сухум выпало огромное количество осадков. Непрекращающийся дождь несколько часов сопровождался громом и так далее. И пострадала центральная часть города Сухум, турбаза, улица Чанба, прилегающие улицы к улице Чанба, а также несколько домовладений по улице Заречной в районе улицы Титова. Ущерб, конечно, сейчас трудно оценить, но во всяком случае, какое количество ила и мусора вынесено было на наши улицы, это можно наблюдать. Так дома еще не страдали, я такого не видел. Я сам ездил на улицу Чанба, там больше всех пострадали дома. Вода поднялась более чем на 2,5 метра. Практически вода дошла до вторых этажей. Есть дома и семьи, где практически все люди потеряли. И вещи, и домашнюю оргтехнику, там, мебель и так далее. Одна семья вообще осталась без крова, мы сейчас ею занимаемся. Для сравнения, в первое наводнение, которое было тоже не так давно, пострадало 44 дома. В это наводнение, я думаю, что цифра будет вдвое больше, если не еще больше. Поэтому работы ведутся. Все наши службы, разумеется, еще с ночи подключились к работе. И пока пытаемся помочь людям вынести грязь с домов, которую нанесла река Басла в основном, а также река Гариквара и Сухумка, которая проходит по центральной части города. Очень надеюсь в кратчайшее время, что мы наведем порядок, но возмещение, конечно, ущерба, это будут вестись подсчеты, комиссионно, разумеется. Там, где будет самое неотложное, конечно, мы всегда придем на помощь. Со мной постоянно связывается президент нашей страны, премьер-министр, контролирует ситуацию. Мы докладываем периодически. Все возможное делается. Хочу поблагодарить наших горожан, которые вышли со своих домов и со своих магазинов, супермаркетов, которые помимо того, что у себя наводят порядок и чистоту, еще и выходят на тротуары, проезжую часть, помогают городу восстановить свою жизнь. Здесь просто нет слов, подряд 3 стихийных бедствия, действительно тяжело. Я очень надеюсь, что нам помогает, как и первый раз, и второй, и третий раз, помогает, разумеется, МЧС, Министерство обороны. У нас создан оперативный штаб в районе турбазы, на базе первого домоуправления. И оттуда ведется координация работы. Хочу сказать, что все возможные силы задействованы еще раз, и мы постараемся в кратчайшие сроки, насколько это возможно, привести порядок в город. Разумеется, в первую очередь это жилые дома, потом улицы, наша набережная, которая также, туда принесли и волны, я так понимаю, и реки, которые вышли со своих берегов, нанесло огромное количество мусора. В первую очередь жилые дома, потом все остальное. Так стоит задача. У людей практически все испортилось. Это, я уже говорил, и оргтехника, и мебель, вещи, одежда. Будем в каждом индивидуальном порядке заниматься, выхода другого нет. И готовить материалы на комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров. Еще раз говорю, там, где это будет самое неотложное, прям горящее, конечно, мы первые придем на помощь и будем стоять рядом и решать вопросы оперативно и быстро. У нас сегодня без воды район Красного моста, улица Чанба, прилегающие улицы, как с одного берега, так и с другого. У нас сорвало 2 напорных водопровода, которые проходили через реку Басла. Они не длинные, там по 50 метров каждый, но учитывая, что это все находится в реке, и они не проходили по дну реки, и там невозможно перебросить русло реки, что как мы там на Келасурах делали это. Поэтому сегодня точно до ночи 1 трубопровод будет восстановлен, 2 трубопровод, ввиду того, чтобы доступ там не такой простой, надо будет не 1 день там заниматься, мы по временной схеме дадим и Чанба тоже. Наверное, это будет завтра.
Вот сегодня до ночи подача на улицу район Киласура должна возобновиться. Это из-за того, что произошли вот такие вот два срыва напорных трубопровода, которые питают очень большие районы. Вот на сегодняшний день вот такая ситуация по обеспечению воды. Я понимаю, сложно. Мы стараемся обеспечивать как и городские службы водой, так и службы МЧС. Мы попросили, пресную воду подвозят жителям улицы Чанба. Вот. Ну и другим, которые рядом, там в районе турбазы. Но пока в таком режиме будем работать для того, чтобы людей не оставить без воды. Что касается электричества. В части города электричества сейчас нет, потому что если его подать, то могут возникнуть замыкания. Поэтому дождемся до вечера, специалисты СОЭС занимаются. Во многих частях города уже электричество восстановлено, где-то есть аварии. Но не сказать, что есть какие-то серьезные поломки, прям такие, но есть эти аварии, обрывы. Вот. Но этим занимаются, и я очень надеюсь, к вечеру у меня будет уже более подробная информация, где мы точно можем еще подать электричество, потому что сегодня часть Чанба и прилегающие, опять же говорю, улицы, они остаются пока без света. У нас получается самая беспокойная река, это по городу Сухум, река Басла. Вот, она сложная на самом деле, потому что моментально она наполняется водой. Но и те берегоукрепительные работы, которые были сделаны в советское время, они уже изжили себя, как говорится. В некоторых местах только остались еще целыми, да, сооружения. Вот, надо проводить ревизию. Там, где можно восстановить, надо это дело восстановить, а где уже невозможно восстанавливать, там надо строить новые дамбы. Разумеется, все это каждый раз должно сопровождаться с очистительной работой по самому руслу реки. Вот. Ну и придавать определенный контур движению реки, потому что если это не делать, допустим, в том месте, где Красный мост, представляете, вода с такого разгона бьет в берег, где ресторан Басла, фактически подмывается земля и выносится потом в море. В принципе, у нас план работ прописан по нему, да. Сейчас будем приступать к проектно-сметной документации и будем добиваться финансирования, чтобы можно было это сделать. Такой серьезный, большой вопрос, который будет решаться на уровне правительства. Мы подготовим, разумеется, все в самые кратчайшие сроки. Понимаем, что люди остаются там снова в зоне риска, но, к великому сожалению, это быстро не происходит. Буквально завтра уже передадим для того, чтобы стали уже проектировать, готовить сметы. И постараемся в кратчайшие сроки представить его уже на рассмотрение в Кабинет министров. Разумеется, после проведения экспертизы строителей.